Добрый день, шановные сябры, добрый день, шановное господарство. 5 падзеяў от Вячеслава Сіўчыка и я, Вячеслав Сіўчык. Мы будем зараз сказать про тыдзень с 31 жніўня по 6 вересня 2025 года. Я пропоную 5 наступных падзеяў. 2-3 вересня визит президента Польши Кароля Навроцкого в США и его перамовы с президентом США Дональдом Трампом. 1 вересня саммит ШАС в Тяньцзине и 3 вересня войсковый парад в Пекине. 4 вересня день памяти Василя Стуса. 3 вересня день памяти Олега Бебенина и Михася Дубінецкого. І апошняя падзея 1 вересня, вот 6-я гадавіна пачатка Другой сусветнай войны, и 2 вересня, 80-я гадавіна заканчэння Другой сусветнай войны. 2 вересня, во вторник, президент Польши Кароль Навроцкий прилетел в Вашингтон. На наступный день, 3 вересня, отбылись его вельмі паспяховыя перамовы с Дональдом Трампом. Гэты визит практично об'яднаў всю Польшу. Вельмі станоўча были восприняты в Польше словы об тым, что американские войскоўцы не только застанутся на территории Польши, а лишь магчыма, что их нават стане больше. Больше того, принципова демонстравалася абодвумя президентами, что и паміж ими все вельмі добра, и в адносінах паміж краінамі все таксама будзе добра развиваться. Ну, для этого есть объективные предпосылки, бо Дональд Трамп, ён падтрымліваў Кароля Навроцкого падчас выбораў. Думаю, что симпатично Дональду Трампу и тое, як змагался за перемогу президент Польши. И наогул тая предвыборчая программа, з якой выступал Кароль Навроцкий перед польскими выборщиками, натурально яна падабаецца президенту Злучаных Штатов Америки, от якого зараз вельмі шмат што залежыць в свете. Тому Польша праз своего президента начинает вертать себе большую субъектность в международной политике и будет отыгрывать большую роль в нашем регионе. Это уже видовочно. Натурально будет внутриполитичная борьба. Это подкресливали некоторые техничные аспекты визита президента Польши в Вашингтон. Бо урад в певной ступени был им отсунуты от этого визита. Лишь демонстративна падтрымка президента Польши своих выборщиков, потому что, не глядя на все те меры безпеки, які зараз у свете, калі ён побачил поляков, якія окликнули его как президента в одном месте Вашингтона, он вышел до этих людей, які приехали на теннисный турнир, вось, и радостно з ними повітался, подписал им транспарант, які они збиралися пронести на теннисный матч, и просто выкликал великое захопление и тых, кто з ним зустрілся в Вашингтоне, и польской громадскости уже в Польше. Так само адзначыў, што адразу был отказ з боку злачыннага режима Лукашэнкі, бо на наступны дзень, 4 вересня, был показаны прапагандовы фільм з захопленым монахам з Польши Гжегожам Гавелам, якого абвінавачваюць в тым, што ён был засланы в Беларусь для того, как атрымаць информацию об маневрах Захад-25, якія пачнуцца, до рэчы, вельмі хутка. Польские официальные особы уже выказали свой протест
и опровергли информацию лукашенковских структур. Обвешено было представниками спецслужбы АБВ польской, что яны наогул не працуюць з монахамі, не працуюць з касцёлам, ім гэта забаронена, бо Польша каталіцкая краіна. Натуральна, гэта выклікала негатив у всей польской громадскости, польской элиты. Лукашенковские улады выкликали представника Польши, часового поверенного в Минск, вручили официальную ноту протеста по этому выпадку, что они захопили монаха. А президент Польши Навроцкий подчас уже визита в Ватикан спробовал разом с Ватиканом отшукать некие шляхи по вызволению Гжегожа Гавела с лукашенковских вязницы. Таким чином, еще один поляк в зневолении у банды Лукашенки. И это так само, магчыма, связано с тем, что был вельмі паспяховы визит президента Польши в Вашингтон. Свой да свайго па свае. Шановные сябры, падтрымайце, калі ласка, YouTube канал Вячеслава Сіўчыка. Вельмі прашу пашыраць информацию, что такие YouTube каналы есть. Просил бы глядеть, комментовать, ставить лайки. Давайте робить разом мой YouTube канал. Будьмо разом свой до своего па свае. 1 вересня это саммит ШАС в Тяньцзине и 3 вересня войсковый парад в Пекине. Саммит в Тяньцзине был практично с двух частках. Спочатку собрались 10 краін, які входят в ШАС, в тым ліку и Беларусь, потому что при Лукашенке мы туды были затягнуты, хотя мы вельмі далекие от региона, в якім дзейнічае ШАС. И там самое главное это питание как раз безпеки этого региона. Организация, яна достатково серьезная в зв'язку з тим, які країни туди входять. Вот. И спочатку, как я сказал, в этом китайском городе Тяньцзине был саммит самого ШАСа, а после уже отбылся другий саммит с больш расширенным складе, потому что достатково шмат инозиральников, и приехало в Китай достатково шмат лидеров замежа. Принята была Тяньцзянская декларация, и она, в принципе, такая типовая для китайцев. Там нема ані про Украину, там огульные словы за мир, за сяброўство, за бяспеку. Але ж эта организация, она сама по себе вельмі цікавая, потому что на чале этой организации стоит Китай. А гэта сёння таксама держава, якая может кинуть выклик Злучаных Штатаў Америки. Китай за апошнія десятгоддзя занял ту нішу, якую раней займала империя зла, Советский Союз, бо Россию натурально параўноўваць с Китаем зараз просто немагчыма. Присутнічаў там разом с Лукашенком и Владимир Путин. Визиты у их были вельмі долгие, потому что был вельмі масштабный парад войсковый уже в Пекине, на які приехало еще больше лидеров. Захад практично не был представлен на этом параде. Вось, але ж гэта кампенсавана было тым, што шмат якія кіраўнікі з так званого глобального поўдня прысутнічалі на грандиозным просто вайсковым парадзе, які адбываўся в гонар 80-годдзя капітуляцыі імперскай Японіі і напраскі паказваў вайсковую моц новай зверхдзяржавы Китайской Народной Республики. Гэтыя рэчы ёсць вельмі трывожнымі, потому что союз вось гэтых камуністычных рэваншыстаў, ГБшных реваншистов, так можно назвать, кіраўнікоў и России, и Китая, и Паўночной Кореи,
товарищ Ким подъехал в Пекин на парад. Вот. И Лукашенко, так можно назвать, такой, это союз реваншистов, он ничего доброго не принесе свету. И для нас, белорусов, вельми тревожно, что все эти сходки далеко от Минска так само могут привести до того, что на нашей земле знову будет тотальная война. Вельми бы этого не хотелось. Хотя натурально, что шмат з тих лідерів, який був в Китаї 1 і 3 вересня, уже запрограммовали будущую войну. 4 вересня День памяти Василя Стуса. 4 вересня уже далекого 1985 года его забили про політичне зневолення. Это был вельми відомий диссидент, поэт. Ігонні твори зараз учат школьники в Україні. Ігонним ім'ям названі вулиці і площі в городах України. Его творчість дослідують. Ён был одним з самых яскравих представників супротива українського супротива комуністичній владі. Двойчі був незаконно засуджений до зневолення. І ось апошнє зневолення, оно закончилось трагічним речью, забойством Василя Стуса. Для меня вельми важно, что мемориал в Украине носит имя Василя Стуса. Я неоднойче приймав уділ в різних мероприємствах, які проводилися меморіалом ім'я Василя Стуса. Добре ведал коллег по борьбе с коммунистами Василя Стуса. На великий жаль, он уже так само все в небесной Украине. Але ж для белорусов вельми важно зараз тое, что борьба с коммунистичным режимом велася, тое, что люди змагались, и тое, что вот эти ГБшные выродки, яны в неволении забивали политвязню. Вот так это и здарылася 40 годов тому назад в России, коли забиты был великий украинский поэт, диссидент, борозбит за правы своей нации Василь Стус. Светлая память. 3 вересня был день памяти Олега Бибенина. Уже 15 годов, в 2010 году его нашли повешенным у себя на летище. Улады одразу отрапортовались об том, что это был суицид, и уладам мы не поверили. Потому что для этого были все подставы, и мы сподевались и сподеемся на то, что коли не будет режима Александра Лукашенко, коли право вернется в Беларусь, то мы доведаемся докладно про ту трагедию, якая адбылася 15 годов тому назад, и коли был, хутчэй за все, забиты белорусский журналист Олег Бибенин. Найбольш яскравую памятаю по акциях 90-го года, и не только в якости человека, який робил репортажи с улицы, але ж была там знакомитая акция журналистов, где журналисты в тюремных робах и шли с плакатами. Плакаты были достаточно актуальны, например, и до сегодняшнего часу для некоторых европейских краин. Например, один плакат был «Я плохо писал про президента». Некоторые аналоги зараз можна знайти в різних країнах. І натурально Олег, ён, як керівник передвиборчого штаба Андрея Санникова, в 2010 году был достаточно серьезной мишенью для лукашенковских спецслужб. Мы памятаем и про брутальную зачистку площади 2010 года, памятаем, что Лукашенко вшент проиграл свой выборчий фарс, нават по
звестках з выбарчых участкаў і памятаем, што адбывалася ўжо, калі Олега забілі. Гэтая же дата, калі сышоў 3 верасня 90-го года вядомы дзеяч беларускага адраджэння, адзін з заснавальнікаў Беларускага народнага фронта адраджэння Міхась Дубінецкі. Вядомы беларускі дзеяч, ягоны внёсак тое, што паўстаў нацыянальны вызвольны рух в Беларусі, вельмі вялікі. Ну і хацеў бы яшчэ нагадаць, што якраз напередадні смерці Міхася Дубінецкага был введзены закон о мовах, і беларуская мова стала в Беларусі адзінай дзяржаўнай. Гэта адбылося 35 гадоў тому назад. Калісьці гэта будзе зноўку в Беларусі, што беларуская мова будзе дзяржаўнай і будзе ушанована памяць і Олега Беніна, і мы даведаемся все пра злачынства лукашэнкаўскага рэжыма. Ушанавана памяць будзе і Міхася Дубінецкага. Светлая памяць. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, запрашаю вас на традыцыйную акцыю «Беларусу в Варшаве» в нядзелю 14 верасня о 14 гадзіне, помнік Каперніка. Свой да свайго па свае. Апошнія падзеі гэта 1 верасня, пачатак 1939 годзе Другой светнай вайны, якая распачалася з нападу нацысцкай Нямецчыны на Польшу, і 2 верасня капітуляцыя в 1945 годзе Японіі, і гэтым актам закончылась гэта жахлівая Другая сусветная вайна. Но беларуская нацыя адна з самых пацярпелых в свеце нацый ад гэтай вайны. Не падлічаны да гэтага часу колькасць забітых, колькасць ахвяраў той вайны, але ж гэта мільёны і мільёны беларусаў. І наступства той вайны адчуваюцца і уже цяпер, калі 80 гадоў, як яна закончылася, уже калі практычна няма тых людзей, якія ваявалі, яны все уже на небёсах. Але ж пра тую вайну все-таки мы, беларусы, вымушаны будзем памятаць. І вельмі трывожна, і вельмі неутульна, і вельмі несправядліва тое, што мы сёння вымушаны казаць і пра будучую магчымую вайну, дзе зноў-такі Беларусь может быть галоўнай арэнай войнаў, а беларусы масава загінуць як на фронте, так и от розных бомбежек. Это еще тому, что не зусім справедлива была и другая сусветная война, якая практично реабилитовала людоедский злочинный режим Иосифа Сталина, який стал на той же ўзроўні, як заходние демократы за кошт той войны. Пэўныя аналоги мы можем бачыць и сегодня. Таму беларусы не забываем про свою историю, памятаем про ту жахливую, пекельную для нашей нации Другую сусветную войну, з якой мы вышли формально переможцами, але ж гэтая перемога без демократии была у нас, белорусов, практично скрадена. Памятаем про наши ахвяры, памятаем про наши герои, и самое главное, памятаем про свои белорусские правы и свободы. Будьмо разом, живе Беларусь!